fix when you fall down. You know you need to find a way to catch you through another day. Let me be the one to numb you out. Let me be the one to hold you, never gonna let you get away. The shoulder you cry on, the toast that you die on. I can be your painkiller, killer, killer. You love me till it's all over, over. 'Cause I'm the shoulder you cry on, the toast that you die on. I can be your painkiller, killer, killer. I know what you want so desperately. You know I'll give you one for free. Forever you're coming back to me. Now I'm gonna give you what you need. 'Cause I know what you feed on and what you lean on and what you lean on. The shoulder you cry on, the toast that you die on. I can be your painkiller, killer, killer. You love me till it's all over, over. 'Cause I'm the shoulder you cry on, the toast that you Связывают эти оба компонента, и в качестве данной цепочки и выступает Application Programming Interface. То есть поверхность, в которой зашита программная логика, которая взаимодействует и с одним приложением или блокчейном, и с другим приложением или блокчейном. И через эту логику осуществляется взаимодействие. То есть, по сути, очень просто. Прокладочка, которая помогает взаимодействовать разным программным продуктам. То есть блокчейн — это программный продукт, он написан там на одном языке программирования, децентрализованный и взаимодействует, именно функционирует с использованием блокчейн-нод, серверов. Да, еще такой вопрос, то есть, все же понимают, что такое блокчейн-нода, то есть зачем она нужна, правильно? Там будет запоминать, если я правильно помню, проходил 2 недели назад, но запоминается цепь действий, поэтому блокчейн, что там такое было. Да, все верно, тогда кратко пройдем еще по этому моменту. То есть, что такое блокчейн? Это база данных, то есть очень просто. В чем ее особенность? В том, что она децентрализована. То есть база данных — это хранилище, где хранится какая-то инфа, структурирована, категоризирована. То есть в блокчейн обычно она хранится на каком-то одном компе или сервере. То есть в базу данных запулили какие-то данные, структурировали по какому-то принципу, она там все хранится. В чем особенность блокчейна? В том, что база данных распределена на многих компах. То есть еще проще, как это объяснить, есть куча компов. Это обычно сервера, потому что они должны функционировать круглые сутки, там, охлаждаться и все такое. То есть на этом сервере хранится база данных. И на каждом из серверов хранится уникальная копия этой базы данных. Это и есть блокчейн. Сейчас объясню, почему называется блокчейн. Эта база данных, она синхронизируется в режиме реального времени. То есть как это происходит? В базе данных по названию блокчейна эти данные группируются в блоки, так называемый. Блок — это просто как строительный блок на стройплощадке. Грубо говоря, вы его открываете, запихиваете сюда данные, он заполнился, вы закрыли, его в фундамент дома поместили, цементом смазали. Берете следующий блок, открыли, туда поместили следующий набор данных такого же размера и положили в фундамент дома. Все. И так строится вот этот вот дом, он все растет, это и есть блокчейн. Что это за данные? В общем случае это данные о транзакциях. То есть в блокчейне все происходит транзакциями. Это не обязательно финансовая транзакция. То есть там их может быть множество видов. Факт, что просто запись данных в блокчейн — это транзакция. И все.
То есть, в общем случае транзакция – это перевод каких-то денежных средств с одного адреса на другой. Вот. И эти транзакции, они записываются в блоки в этой базе данных под названием блокчейн. То есть как все работает? Транзакции записываются в блок, блок помещается в базу данных на сервере. Дальше происходит синхронизация этого сервера со всеми другими. То есть на всех остальных серверах записывается идентичный блок в базу данных. И это называется консенсус. Вот, наверное, слышали про такие типы консенсуса Proof of Work, Proof of Stake. Чем отличается? То есть есть одна проблема. Нужно, чтобы все ноды были абсолютно одинаковые, работали по одному принципу, с одним и тем же, как это называется, по-моему, таймлайном, забыл, ну не принципиально, это все терминология, то есть они должны, аптайм, точно, с одним и тем же аптаймом, то есть, по сути, нода, вот этот сервак, на котором хранится эта база данных, он должен функционировать какой-то процент времени, чаще всего там 98% времени он должен быть поднят, чтобы вовремя записывать все блоки в базу данных. Вот. Если он, как вообще детектить, какой сервак допускать к консенсусу, то есть к синхронизации с другими серваками и к записи блоков в базу данных, а какой не допускать. То есть есть ряд параметров, их достаточно много. Один из ключевых uptime. То есть если отрубается электричество в каком-то дата-центре, и сервак, на котором развернута нода, скажем, там, биткоина, эфира, репла, еще кого-то, еще чего-то, какого-то блокчейна, он какое-то время не синхронизируется с другими, то его выбрасывают из сети. И он не записывает блоки. И, соответственно, не получает награду за свою деятельность, за свое функционирование. То есть, если у ноды соблюдается аптайм, она еще и награду получает. То есть оператор майнера, который заведует этой нодой, он там может снимать криптовалюту в качестве награды. Так, что-то углубился немного в этом диске. Это все вычислительные ресурсы, мы будем это так называть. Вот. И ему капает за это награда. То есть, соответственно, осуществляется консенсус. И если идет сигнал в сеть, что нода биткоина вычисляет эту мат-функцию, то значит нода допущена к консенсусу. То есть Proof of Work правильно называть, ну я так считаю, моя личная позиция, правильно называть допуск к консенсусу. Консенсус — это синхронизация нод между собой. А допуск к консенсусу — это получается именно механизм функционирования ноды, по которому определяется, допускать ее к консенсусу или нет. Вот. Что такое Proof of Stake? The Graph функционирует на блокчейнах с типом допуска к консенсусу Proof of Stake. То есть, смотрите, где-то в литературе, ну, литературы особо нету, то есть тематика новая, блокчейн разработка. Give you one for free. Forever you're coming back to me. Now I'm gonna give you what you need. 'Cause I know what you feel and what you need. Такой же, как и Web2. То есть, кто помнит разницу между Web3 и Web2? Web2 централизирован. Да, отлично. Web2 централизованный, да, Web3 децентрализованный. То есть, движок The Graph работает со всеми блокчейнами почти. Arbitrum. Вот. Также разработаны весь инструментарий взаимодействия со смарт-контрактами любыми. То есть кто-нибудь уже слышал, что такое смарт-контракт? Да, просто в курсе разработчика. Что? В курсе разработчика было учение контрактов. Ну что это? Может, кто-нибудь сформулирует? Просто чтобы я понимал более-менее, с чего, ну, на что мне опираться. Надо получить какой-то фидбэк по аудитории. Хранилище данных. Что? Ну, как хранилище каких-то данных. Нет, смарт-контракт — это просто программная логика, которая функционирует децентрализованно на блокчейне. И в нее зашит какой-то набор операций.
абсолютно любой, который связан, может быть связан с токенами, какой-то алгоритм функционирования токена, либо какие-то подсказки для того, как должна функционировать какая-то децентрализованная биржа. Связывают эти оба компонента, и в качестве данной цепочки и выступает Application Programming Interface. То есть поверхность, в которой зашита программная логика, которая взаимодействует и с одним приложением или блокчейном, и с другим приложением или блокчейном. И через эту логику осуществляется взаимодействие. То есть, по сути, очень просто. Прокладочка, которая помогает взаимодействовать разным программным продуктам. То есть блокчейн — это программный продукт, он написан там на одном языке программирования, децентрализованный и взаимодействует, именно функционирует с использованием блокчейн-нод, серверов. Никак. Вот. Они будут функционировать, и обслуживание приложения, веб-приложения в экосистеме Zebra все равно будет дешевле и выгоднее и надежнее, чем какие-то традиционные централизованные аналоги. Вот. А сама монета, сама цена зависит, получается, от многих факторов. То есть это будет ли продавать команда свои монеты, популярна ли монета, если на нее спрос, и все такое.